Ну что, дорогие друзья, можем начинать? Рада вас всех приветствовать. Сегодня у нас торжественный момент награждения победителей конкурса творческих проектов молодежи Республики Коми «Предпринимательство без границ». И начать нашу церемонию хотелось бы со стихотворения, как это ни странно, про бизнес. Я приглашаю Романа Вахнина, учащегося объединения театральной студии «Этюд», Центр дополнительного образования «Орбита». Давайте его поприветствуем. В бизнесе есть правила успеха. И можно, если верно соблюсти, дотянуться до самого верха, оставив конкурентов позади. Для бизнеса важна идея, и хорошо, когда на миллион. Полезно бы внедрить ее скорее и в своей нише гордо сесть на трон. И вряд ли что-то выйдет без усилий, когда своей идеей не гореть. Немногие мечты осуществились, когда стараться, но всего лишь тлеть. Еще важна команда, где все знают, что нужно делать, как и для чего, где в трудный миг работу не бросают. Один за всех и все за одного. И вот, когда все выстроено четко, успех сумеет облик свой принять. Кому-то Мерседесы и красотки, кому-то в топе списка Forbes опять. У бизнеса понятная задача – быть прибыльным и каждый год расти. Поэтому успех в нем важен, и каждый может к этому прийти. Спасибо большое, Роман. Мы благодарим его и педагога Ольгу Поткину. Друзья, а я напомню, что наш конкурс входит в перечень региональных интеллектуальных мероприятий, которые направлены на выявление и поддержку одаренных детей. Участником конкурса мог стать любой желающий в возрасте от 12 до 18 лет включительно. Допускались молодые люди как индивидуально, так и входящие в проектные команды. Обратите внимание на географию конкурса. Она обширна. Работы отправлялись со всех уголков Республики Коми. На экране представлены районы участники. В этом году их 15. Вот такая у нас инфографика по географии района. Ребята очень порадовали своей активностью и креативным подходом к работам. Идеи бизнес-проектов самые разнообразные, некоторые нестандартные, но самое главное, что они воплотимы в жизнь. Участники смогли себя проявить, разработать оригинальные проекты, но конкурс есть конкурс, и всегда приходится выбирать из лучших самых лучших. И сейчас с большим удовольствием для приветственного адреса я приглашаю директора Национальной библиотеки Республики Коми Алексея Анатольевича Просужих. Добрый день, дорогие ребята, добрый день, дорогие партнеры. Что я хочу сказать? Вот этот конкурсный отбор, который проходил в этом году, он на удивление просто порадовал и экспертов, и членов жюри, и нас своей насыщенностью. Работы были представлены в самых разных номинациях, начиная от социального предпринимательства, заканчивая моделированием, конструированием. Особенно было интересно смотреть такие работы, когда Российской Федерации отмечается Год науки и инноваций. И очень здорово, что работает инженерная, что работает творческая мысль. А если к этим проектам прикладывается еще и финансово-экономическое обоснование, есть этапы коммерциализации проекта, ну это просто потрясающе. То есть предпринимательству в Республике Коми быть. Конечно же, это мероприятие не состоялось бы без родителей и без педагогов, которые выступали в роли наставников, которые помогали ребятам оформить эти работы, которые переживали за них, которые находились рядом во время защит, во время презентаций. И даже те, кто защищались заочно, мы видели негласную руку либо родителя, либо классного руководителя, либо наставника. Этот конкурс не состоялся бы без наших партнеров, без Министерства культуры, туризма, архивного дела и без Министерства образования. Благодаря поддержке Министерства образования и науки, молодежной политики, без их поддержки, ведь
каждый, кто занимает призовые места, у нас заносится в реестр одаренных детей. Эти ребята получают плюс сколько-то баллов в разных вузах по-разному при поступлении в региональные, при поступлении в федеральные вузы на уровне Республики Коми. И это здорово, и это замечательно. Проект не состоялся бы без наших партнеров, без партнерства ВТБ, без частной охранной компании «Лавина» и, конечно же, без нашего медийного партнера, все хочется сказать, журнал как... «Радуга», да. Ну, журнал «Радуга», журнал «Арт» без Нины Новиковой, без человека, который привносит в этот мир капельку и чуточку добра. Я вам всем безмерно, уважаемые партнеры, благодарен за поддержку столь значимого для нас мероприятия. Ну и в заключение своего небольшого выступления я хочу просто поделиться с вами небольшой статистикой, потому что конкурс у нас проходил в 4-й раз. В следующем году мы будем отвечать своеобразный микроюбилей 5 лет этому конкурсу будет. При этом в 2019 году он прошел 2 раза. В прошлом году мы его проводили в таком очно-заочном формате. А в этом году, слава богу, эпидситуация позволила нам всех с вами увидеть в очном формате. Итак, немножечко статистики. 2019 год. Количество представленных работ 68. Количество участников 97. Работы были групповыми в этот период. Количество учебных заведений 31. Количество призеров 14. 2021 год. Количество представленных работ 81. Количество участников 89. Количество учебных заведений выросло в 2 раза и составляет 64 учебные организации. И количество призов выросло до 17. То есть конкурс развивается, конкурс растет, и у нас есть задумки. В следующем году появится еще одна номинация. Она уже будет от Национальной библиотеки, и приурочена она будет к тому, что в следующем году Национальная библиотека Республики Коми отмечает 185-летний юбилей. А сейчас давайте приступать к награждению, к церемонии, к самому долгожданному, к самому волнительному для всех моменту. Все, кто сегодня здесь присутствует, все очень-очень большие молодцы. Ребята смотрят нас многие в онлайне, и здесь присутствуют мои коллеги, директора муниципальных библиотечных систем, которые заберут призы в свои районы и передадут их ребятам. Давайте начинать. Спасибо, Алексей Спасибо. Анатольевич. Друзья, многие наши участники в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой не смогли приехать. Но так как у нас с утра проходила очная защита онлайн, они в любом случае с нами, потому что у нас идет прямая трансляция, поэтому давайте их поприветствуем тоже аплодисментами, чтобы они знали, что мы о них помним. Итак, немного скажу о призовом фонде. Сегодня у нас будет 16 победителей в 5 номинациях, а также мы наградим ребят, чьи работы были отмечены гран-при и спецпризами. Таким образом, получается, что победители первых мест будут удостоены дипломами и подарочными сертификатами на 3000 рублей в интернет-магазин «Озон». Обладатели вторых мест, соответственно, дипломами и сертификатами на 2000 рублей. Ну и третьи места будут отмечены дипломами, подарочными сертификатами магазина М-Видео. Ну и если была командная работа и она прошла финал, то там участники получат стереонаушники. Ну что, не будем задерживаться, начнем с первой номинации. Номинация «Видеоролик». И здесь с приветственным адресом и для награждения победителей я приглашаю заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максима Алексеевича Ганова. Добрый день, дорогие друзья. Алексей Анатольевич сказал, что уже 4 года, как мы вместе, и я присутствую абсолютно на всех номинациях, так мне везет просто. Надеюсь, что и на 5-летие мы также в такой же компании, но уже в том здании все-таки нас пустят и проведем мероприятие там, и оно действительно будет, наверное, грандиозное. Я от себя лично, от лица Министерства образования, науки и молодежной политики Натальи Владимировны Якимовой поздравляю всех участников, в первую очередь, и победителей. Количество желающих растет, и, наверное, во многом это заслуга не только библиотеки, не только Министерства образования, не только педагогов, она большая, но и
Алексей Анатольевич попросил просто озвучить это прилюдно, что действительно у нас есть Центр развития предпринимательства Шонди, который уже начинающим предпринимателям тоже приготовил некие, я знаю, некие подарки, которые будут определенным стимулом для развития ваших предпринимательских талантов. Все партнеры, вот просто регулярно практически коллеги, встречаемся с вами, и я тоже благодарен от лица министерства за то, что вы поддержите эту инициативу. Алексей Анатольевич сказал правильно, что победители входят в реестр одаренных детей. Это не только баллы, да, какие-то, это еще и материальный стимул. То есть в летний период, когда вы едете в лагеря, то для вас предоставляются бесплатные путевки в лагеря стационарные, это и лагеря, которые находятся на территории Республики Коми, ну и за ее пределами, это в рамках тех контрактов, которые мы заключаем, это и морское побережье. Поэтому это тоже, я считаю, что большой плюс, потому что это порядка там 50 тысяч, 40-50 тысяч за счет республиканского бюджета представляется путевка. Ну и то портфолио, которое вы собираете, я думаю, что кто-то из вас подает заявки и в Артек, и в Орленок, и в Смену, и в Океан, оно тоже учитывается, вот, победа в таком региональном конкурсе. Слушаем. Проверили. Ну, загуглили правильно, не врет ли замминистра, это самое главное. Ну, друзья, поздравляю. Ученикам желаю учиться в очном режиме. Надеюсь, что все поняли, что ничего лучше очного режима нету. Это прекрасно понимаем мы, и как чиновники, и как родители. Да, поэтому я желаю всем учиться и еще раз учиться. Ну Спасибо. И готов вручить сертификат. Итак, победителя. ну что, давайте барабанную дробь, наверное. Да? Дипломом первой степени в номинации «Видеоролик» награждается Прелова Ксения, Ижемский район. Представители, прошу выйти на сцену. От нас диплом, а от коллег Призы. Зоя Аполлоновна, далеко не уходите, потому что второе место в номинации «Видеоролик» также получает учащийся из Ижемского района Федотова Виктория. Спасибо большое, поздравляем ребят и обязательно передаем им большой привет. Третье место в номинации «Видеоролик» получает командная работа Карманова Влада и Чевьюрова Надежда, Усть-Куломский район. Представителя прошу выйти. Поздравляем, ребят. Передам обязательно. Обязательно передайте и призы, конечно же. Спасибо. И еще один спецприз в номинации «Видеоролик» получает Соколов Алексей, Усть-Цилимский район. Представителя прошу выйти, если он здесь есть. Обязательно дойдет до адресата. Максим Алексеевич, спасибо. Все, тогда Да. спасибо. Спасибо большое. Итак, мы переходим к следующей номинации. И, Алексей Анатольевич, я, наверное, попрошу выйти вас, потому что Константин Михайлович на совещании задерживается. Поэтому начнем, наверное, сразу. Итак, дипломом первой степени в номинации «Сочинение» награждается Хмельницкий Дмитрий, Кайгородский район. У нас опять представитель. Мы поздравляем вас. Гран-при, прошу прощения, пропустила, гран-при в номинации «Сочинение» Витязев Сергей, Ижемский район, Зоя Аполлоновна. В этом году учащиеся Ижемского района очень постарались. Поздравляем. Ну и третье место у нас, получается, завоевали две работы. Это город Сыктывкар. Я приглашаю Шмальц Карину и Денисову Киру. Поздравляем. Так, Карина, Шмальц Карина и Денисова Кира. Обязательно, да. Лучше Алексея Анатольевича посередине поставить. Ну ладно. Поздравляем. Алексей Анатольевич, спасибо. Я совершил непростительную ошибку, выступая. Я не упомянул еще одного партнера
без которого это мероприятие тоже бы, наверное, не состоялось. Это Торгово-промышленная палата Республики Коми, в стенах которой мы сегодня находимся, и мероприятие проходит в столь теплой и радушной обстановке. Поэтому Юрию Александровичу Колмакову и всем сотрудникам спасибо. Мы переходим к следующей номинации «Лучшие товары и первоклассные услуги». И здесь для награждения дипломами и с приветственным адресом я приглашаю заместителя управляющего региональным операционным офисом ПАО «Банк ВТБ» Михаила Валерьевича Андреева. Да, добрый день всем, кто здесь в зале присутствует и кто присутствует заочно, дистанционно. Я поздравляю в первую очередь организаторов конкурса, Национальную библиотеку, всех участников и номинантов с тем, что он состоялся и все закончилось, собственно говоря. Это тоже немаловажно. Победителям так держать, всем остальным на них равняться. Мы, естественно, от банка, как одного из наиболее технологичных институтов в стране, мы приветствуем такие конкурсы и надеемся в них в дальнейшем принимать участие. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, первое место в номинации «Лучшие товары и первоклассные услуги» занимает Дубовский Дмитрий с проектом «Манипулятор», город Сыктывкар. Поздравляем, Дима. Фото на память обязательно. Молодец, Дмитрий. Хочу отметить, что Дима у нас постоянно участвует в конкурсах и всегда старается занимать с 1 по 3 места. Второе место, как я поняла, когда мы общались до очной защиты, это новичок в нашем конкурсе, но уже новичку ему повезло. Второе место – это у нас Николаев Анатолий, радиоуправляемая модель автомобиля КамАЗ Мастер. Поздравляем! Молодец! И третье место у нас тоже достается Сыктывкару, проекту Бров-бар. Это Попова Александра. Александра, приветствуем вас. Саша, для тебя есть еще там небольшой подарок от преподавателя курса «Мастер-бровист» Ирины Ковалевой. Именной подарок для тебя, так что тоже посмотри. Спасибо. Михаил Валерьевич, спасибо вам огромное. Следующая наша номинация – «Лучшая социально значимая инициатива для Республики Коми». И здесь с приветственным словом и для награждения участников мы приглашаем заместителя директора Центра развития предпринимательства Анну Сергеевну Чуб. Здравствуйте, уважаемые участники конкурса, наставники всех ребят, кто у нас участвовал в конкурсе, родители, которые тоже помогали и переживали за наших участников. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы представили такое разнообразие проектов на конкурс, за то, что вы постоянно в нем принимаете участие. Центр «Мой бизнес» второй год подряд является партнером конкурса. Очень рады, что каждый год интерес к конкурсу растет, что появляется больше участников, больше проектов. Очень здорово, что совершенно различные направления бизнеса вы в своих проектах отразили, что показали многозадачность предпринимателя, да, показали социальную значимость бизнеса. Это очень здорово. И все вы большие молодцы. Вне зависимости от того, заняли вы какое-то место здесь или нет, вы уже большие молодцы, потому что вы показываете свою активную жизненную позицию, да? Вы показываете, что вы свои бизнес-идеи, которые у вас появляются, вы их транслируете, да? Вы сегодня все защитили свои проекты, молодцы. Предлагаю перейти к награждению. Давайте, с удовольствием. Первое место у нас занял участник с Ухты, но, к сожалению, насколько я знаю, представителя с Ухты нету. Мы обязательно передадим подарки и диплом для адресата. Это Туисова Анфиса с проектом «Цикл передач детского семейного просмотра о Республике Коми». Второе место – город Сыктывкар, Сыктывдинский район, Носова Альбина, «Экологика». Поздравляем! Фото на память обязательно. Все хотят быстро убежать. Третье место занимает Авилова Вероника, Усть-Вымский район. Представителя прошу подойти на сцену.
Поздравляем. Но, насколько я знаю, у Анны Сергеевны есть Да. еще. Есть добавить? еще у нас спецпризы от Центра «Мой бизнес». Сейчас я свою шпаргалку разверну. Значит, в номинации «Социально значимые инициативы», да, Социально значимая инициатива. мы хотим также наградить Ермошкина Кирилла Игоревича с проектом строительства открытой общедоступной площадки в Эжвинском районе. Кирилл. Да, Кирилл. Так, и еще у нас другая номинация есть, спецприз. Это... Так, нет, в этой же номинации еще у нас спецприз Гуляева Вероника Витальевна, детская студия-мастерская с иголочки, Кайгородский район. Представитель Кайгородского района. Так, и в номинации «Лучшие товары и первоклассные услуги» у нас спецприз для Челпанова Артема Ивановича, это прокат детских товаров, Усть-Вымский район. И в этой же номинации у нас тоже спецприз Амельянович Вячеслав Сергеевич, проект «Бизнес-план веревочного парка Ухта». Ухты, к сожалению, нету, но мы обязательно передадим адресату. Спасибо. Спасибо всем большое, удачи, не останавливайтесь на достигнутом, реализуйте свои проекты, генерируйте новые. Удачи всем. Спасибо. Ну и еще одна номинация, не менее важная, это лучшая идея декоративно-прикладного творчества. И здесь для награждения дипломами и с приветственным адресом я приглашаю председателя Совета директоров группы компании «Лавина» Вадима Николаевича Филиппова. Добрый день, уважаемые друзья. Прежде всего, хочется поблагодарить, что Алексея Анатольевича за то, что очень правильно выбрал место награждения ребят. Торгово-промышленная палата Республики Коми – это, конечно, альма-матер бизнеса Республики Коми. Очень много есть вопросов, решается. Это помощник номер один, скажем, у предпринимателей и бизнесменов. А к вам я обращаюсь как к предпринимателям. Правильно говорю, ребята? Или ребят практически нет? Нет, потому что вы коллеги наши, да, вот мои коллеги, да. Что хочется вам пожелать прежде всего? Вот интересный роман стихотворений, который сказал. Где роман? Ушел? Это его стихотворение было или это он зачитал? Нет, это он зачитал. Зачитал, понятно. Не Но тем не собственно. менее, мысли некоторые сходятся, да. Что такое вот предприниматель и служащий, да, или, там, чиновник высокого или какого уровня. То есть я сегодня вот подумал об этом, что такое предприниматель. Человек, который водит свою машину, да, он может, правда, ее не водить, может пешком ходить, потом на какой-нибудь копейки ездить, потом, если бизнес развивается, он пересаживается на более другие там машины. Не заснешь за рулем там никогда, да, как в автобусе можно поспать, там билет купив, или там куда-то выехав в другое место. Всегда на чеку, всегда ты ответственен, правила дорожного движения очень жесткие сейчас, да. С одной стороны, тебе комфортно ехать, и ты едешь куда хочешь, да, куда ты желаешь, там, на море или в горы, или там, на рыбалку, или на работу. С другой стороны, ты отвечаешь за каждый свой шаг, да. Вот это вот, с одной стороны, ощущение свободы, с другой стороны, чувство ответственности, это, наверное, вот, и социальная, в том числе, ответственность перед своими сотрудниками, да. Это, наверное, две такие, не две, а основные мотивы, наверное, бизнеса сегодняшнего, да. Да, конечно, небольшая доля предпринимателей у нас в России. Очень приятно, что количество участников конкурса растет. Это очень приятно, несмотря на сегодняшнее такое сложное положение для бизнеса, да, в связи с ситуацией такой у нас ковидной, да. Потом, что еще очень важно, да, ты набираешь команду, ты за нее в ответе, и ты создаешь атмосферу, от тебя очень много зависит. Это вот выбор ответственных людей бизнеса. Так что вы огромные молодцы,
Всем удачи. Да здравствует бизнес. Спасибо, Вадим Николаевич, за такие слова. Ну что, дипломом первой степени в номинации «Лучшая идея декоративно-прикладного творчества» награждается Симукова Анастасия, Усть-Вымский район. Проект «Носочки для необычных ножек». Поздравляем. Второе место. Алексахина Маргарита. Бизнес-план «Плюшевое счастье». Город Сыктывкар. И третье место с проектом «Кукла-сувенир» занимает Карткиросский район, Макарова Диана. Поздравляем. Все, да. Спасибо, Вадим Николаевич. У меня все. Хотелось бы отметить, что одним из экспертов в номинации по декоративно-прикладному творчеству стал мастер-ремесленник, руководитель мастерской «Северная марка» Наталья Бережная. К сожалению, Наталья Анатольевна не смогла присутствовать на награждении, но дополнительно к подаркам спонсоров она передала и свои сувениры, которые сделала своими руками. На мой взгляд, это очень актуальный сувенир. Это подставка для мобильных телефонов. Так что обратите внимание. Но у нас в зале присутствует эксперт в другой номинации сочинения. Это общественник, журналист, главный редактор журнала «Радуга» Нина Новикова. Нина Михайловна сегодня здесь и хотела бы лично поздравить ребят. Добрый день, уважаемые участники, эксперты, родители. Очень приятно, что позвали сегодня на награждение, потому что действительно читать ваши сочинения, да, ваши мысли было большой радостью. Это как отвлечься и увидеть, ну не знаю, абсолютно свежий взгляд, абсолютно новый на какие-то вроде бы привычные вещи. И я для себя выписала цитаты тех людей, которые сегодня уже прозвучали, победителей. И, наверное, всем будет интересно, а что же они думают, что такое предпринимательство, потому что мы сегодня услышали из уст бизнесмена, что такое предпринимательство, что же ребята думают по этому поводу. Зачитаю. Например, Сергей Витязев из Ижмы пишет: «Удовольствие доставляет не только обладание богатством, но и сам процесс зарабатывания». Или, например, другой участник из Кайгородского района Дмитрий Хмельницкий. Предприниматель, как человек ответственный, должен осознавать, что от работы его предприятия зависит будущее состояние планеты в целом. Особенно мне понравилось высказывание Каневой Милены из Ижмы. «Исчезли тревога и грусть, посветлела душа, как и мой двор, усыпанный за ночь первым снегом. Было тихо кругом. Лишь рябиновые ягоды сквозь тонкий слой наледи продолжают, словно маячки, гореть и направлять мой путь к успеху». Или Денисова Кира из Сыктывкара пишет: «Возможно, специалисты изобретут капсулу, в которой человек бы засыпал и просыпался через 100 лет и был бы таким же молодым и здоровым». А завершает список моих цитат Шмальц Карина, которая отвечает на вопрос, что такое предпринимательство. «Я надеюсь, что у меня хватит авантюризма и креативности встать на эту непростую тропу предпринимательства и проходить ее достойно, получая не только прибыль, но и удовольствие, совершенствуясь и изменяясь, идя в ногу со временем». Вот. Спасибо ребятам за их свежие новые мысли. Мы от журнала «Радуга» тоже подготовили небольшие призы. И я думаю, что не будет ничего страшного, если мы еще раз позовем ребят, победителей в номинации сочинения, чтобы мы им вручили эти подарки. Да, конечно. Это было бы здорово, но, к сожалению, большая часть это будут представители. Но это, я думаю, не страшно. Итак, мы приглашаем Ижемский район, Кайгородский и Сыктывкар, Шмальц Карина и Денисова Кира. А у кого бранты? Как мне встать так, чтобы мы все сфотографировались?
Спасибо. Нина Михайловна. Конечно, пожалуйста, Зоя Полоновна. Потому что я вошла уже 4-й раз. Можно мне пару слов сказать? Я думаю, что, знаете, мы участвуем не первый год, и я думаю, что это совместная работа всех структур, и республиканских, районных и сельских. Про республиканские говорили, про районы я скажу, что это наше РНО, наше управление культуры, наши библиотеки, а село это кто? Это сельский библиотекарь, сельский учитель и ребенок. Потому что наши библиотекари идут в школу, все это объясняют, все это разъясняют. И вы знаете, какая загруженность школьников, правильно? Классных руководителей, учителей, но они, понимая, что это перспектива развития ребенка, они вот работают с ребенком, отправляют, мы им тоже помогаем работу на конкурс, и выигрывают. Ижемский район – это маленький сельский район, а посмотрите, я вышла 4-й раз. Я горда за своих ижемских детей, за свой Ижемский район. Спасибо, Зоя Полоновна. Так держать. Дорогие друзья, я прошу прощения, произошла небольшая ошибочка. У нас в номинации декоративно-прикладного искусства есть еще спецприз. Город Сыктывкар, Данилов Александр. Проект «Подари птице дом». Александр есть? Саша, мы приглашаем тебя. Поздравляем. Также нам очень хочется выразить огромную благодарность Торгово-промышленной палате Республики Коми за предоставленную помощь в организации проведения церемонии награждения конкурса. И хотелось бы пригласить Ирину Владимировну Листарову, исполняющего обязанности вице-президента Торгово-промышленной палаты РК. Добрый день, уважаемые гости. Я от имени Торгово-промышленной палаты приветствую всех сегодня вас на нашей площадке. Хочу поздравить организаторов конкурса с тем, что они не стоят ни в качестве, ни в количестве участников. Поздравляю их от души и очень надеюсь, что мы когда-то в стенах Национальной библиотеки продолжим наше сотрудничество. Хочу сказать, что Торгово-промышленная палата открыта для сотрудничества со всеми. Мы готовы к новым проектам, к новым мероприятиям. А участникам я хочу пожелать следующее. Я прошу вас, ребята, педагоги, все, кто причастен к этому вот сегодняшнему финальному мероприятию, вы не теряйтесь. Вы продолжайте это свое прекрасное дело, в котором вы сейчас себя попробовали. Будьте смелыми, будьте дерзкими, настойчивыми и образцовыми для своих друзей. Продвигайте это, привлекайте большее количество своих ребят в этот конкурс. А ваши замечательные педагоги, как мы сейчас увидели, услышали, вам в этом обязательно помогут. И наши партнеры этого конкурса поддерживают эти проекты. Очень отрадно, что бизнес откликается на эти мероприятия. Мы хотим всем пожелать здоровья в это непростое время. Всем удачи, успехов. Спасибо. Спасибо вам, Ирина Владимировна. Друзья, мы благодарим всех, кто присутствовал на очной защите, на церемонии награждения, и, конечно же, тех, кто, к сожалению, не смог присутствовать, но мы передаем вам огромный привет. Дипломы и призы до победителей обязательно дойдут. Также напомню, что сертификаты участникам и педагогам будут направлены на электронную почту. А если участники, кто сегодня не победил, находятся в зале, вы можете подойти после мероприятия, мы вручим вам сертификаты. Наша встреча подходит к концу, но мы прощаемся ненадолго, всего лишь на год, а следующий год, как вы понимаете, у нас юбилейный. Желаем вам расти, не останавливаться на достигнутом, развиваться дальше и строить свое будущее. Всех благодарим, всем большое спасибо и прошу не расходиться, а все-таки собраться для коллективной фотографии.